На благоустройство дворов и комплексный ремонт подъездов республика выделяет миллионы рублей. Сегодня в ходе рабочей поездки в Дюртюлинский и Чикмагушевский районы Ради Хабиров лично проверил, как осваиваются средства. Что еще попало в поле зрения руководителя региона и к каким результатам привело внезапное изменение запланированного маршрута, знает Азат Садреев. Техника хоть и не новая, но со своими обязанностями справляется. Механизаторы племзавода содержат комбайны в идеальном состоянии. Подводит лишь погода, дожди задерживают уборку кормов. Корма заготавливаем для себя сами, полностью обеспечиваем. То есть не закупаете на стороне? Нет. Где-то корма единиц 45-50 корма единиц заготавливаем. Своими достижениями аграрии поделились с руководителем республики. Ради Хабиров начал рабочий визит в Дюртюлинский район со встречи с тружениками полей. Помимо разведения чистопородных КРС, хозяйство выращивает элитные сорта семян. Строительство новой детской поликлиники в центре Дюртюлей началось в июне прошлого года. Открытие запланировано на ноябрь текущего. Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. По срокам рабочие укладываются, но остается потребность в дорогостоящем оборудовании, в том числе стационарном рентгенаппарате стоимостью 17 миллионов рублей. Незакрытый кадровый вопрос. Для привлечения специалистов Ради Хабиров посоветовал активнее использовать возможности федеральных и республиканских программ. Мы под это деньги даем, а ваша задача вместе, чтобы вы говорили. Согласовывать все проводимые работы с жителями. Такое поручение Ради Хабиров дал местным властям во время посещения дворов по улицам Матросова и Первомайская. На благоустройство этих территорий в рамках программы «Башкирские дворики» в текущем году выделят почти 32 миллиона рублей. Люди просят расширить парковки, установить светильники для освещения дворов и детских площадок. Заглянул Ради Хабиров и в подъезды. На выделенные 17 миллионов рублей в городе в этом году приведут в порядок 81 парадную. Новый облик приобретет и парк имени Матросова. Здесь уже установили современную детскую площадку, высадили клумбы, заасфальтировали пешеходные дорожки. Интересно пока. Узнаем. Надеюсь, все потом еще может быть, что-то будет лучше будет. Чего не хватает? Ну, пока не знаю. Побольше надо всего этого детского. Как можно какую-то цену сделать, не знаю еще. А здесь вот я гляжу, здесь мягкое покрытие будет? Обязательно. Потому что сначала установим. Да, установите мягкое покрытие обязательно. Температура на Чикмагуш-арене около плюс 5 градусов, но лед под ногами юных хоккеистов едва ли не плавится, а ведь это всего лишь тренировка. Ради Хабиров отметил мастерство спортсменов и пожелал им удачи. Строительство объекта обошлось в 150 миллионов рублей. Тренируются тут все желающие. Родители воспитанников попросили руководителя республики помочь в приобретении детского автобуса, но оказалось, что выгоднее его арендовать у Башавтотранса. Это можно, конечно, купить, дать им автобуса, потом кто содержит, кто техосмотр осуществляет, водители и так далее. И начнется, и не дай бог, куда-то автобус. Если, я подумаю, если у нас есть Башавтотранс, хорошие автобусы, у них заказываете, берете, а я переговорю с Башавтотрансом. Встреча с жителями микрорайона номер 3 села Чикмагуш была незапланированной, но столь необходимой для людей. Проблем во дворах хватает. Здесь нет асфальта, парковочных мест, двери в подъездах держатся на честном слове. Ради Хабиров смог лично в этом убедиться во время экскурсии, которую ему провели жильцы. В первую очередь дорога, конечно. Даже если не успеете, может быть, вот это все, дороги, вот эти все линии соединить, тротуары. Это же можно сделать? Можно. Проблемы есть и на молочном заводе «Край-Курая». Предприятие попало в долговую яму и не в силах выплатить кредиты. В результате производство остановилось, сотрудникам пришлось уйти в отпуск за свой счет. Выход из ситуации будут искать сообща на инвестиционном часе, куда Ради Хабиров пригласил руководство завода. А вот аграрии района чувствуют себя лучше. На полях СПК «Базы» руководитель республики осмотрел ход уборочных работ, после чего вместе с генеральным директором предприятия Вадимом Соколовым посетил одну из молочно-товарных ферм хозяйства. Ежедневно от одной коровы здесь получают 27 литров молока. Есть возможность для увеличения показателей. Принцип нашей работы вот такой, что мы ездим, в общем-то, смотреть не там, где красиво. Некоторые главы, может, даже обижаются. Я им говорю, вы не обижайтесь на это, я наоборот приезжаю, чтобы вам помочь в конечном счете. Вот сегодня мне в Чикмагуше одна бабушка, такая бойкая, и не ругается, она просто говорит, я, говорит, когда была молодая, вот эта дорога была, вся дорога убитая, а это в центре большого микрорайона, поэтому
я, опять же, благодаря этим поездкам понимаю, что наши действия, которые вот мы предпринимаем, разные программы, все в точку пока попадают. За последние несколько лет республика впервые вышла на 100% показатель по производству сельскохозяйственной продукции. И теперь в непростых погодных условиях аграриям нужно полученный урожай сохранить и постараться улучшить результаты уже в следующем сезоне. Азат Садреев, Артур Ханов, Виктор Меренков и Александр Демидов. Новости Дюртюлинский и Чекмагушевский районы.